водой. Нашел я родник неподалеку от дома. Думаю, зачем воду покупать, если его можно в роднике набрать спокойно. Тем более у нас оврагов много, родников много. Вот идем. Кстати, нам пришла посылка с интернет-магазина. «Мы в поход» называется. Ссылку можно увидеть ниже. Сейчас снимем обзор. Классный вот такой вот рюкзак. Как раз он велосипедный, с солнечной панелькой, но все попозже. Малыша с собой взяли. А что он дома все время тухнет? Пускай, малыш, пускай тоже погуляет, Настя, да? Вместе с бабулей. Маленький. Бабуле тоже надо родник показать, где находится. Здесь дачные поселки. Это юго-западный район. Получается уже край города. В тех районах мы там живем. Ой, вот здесь наша замечательная дубовая роща, как его называют, Берендеевский лес. Я, кстати, не знаю, почему он Берендеевский. Знаю рощу Гузовского. То Гузовский ботаник был, который сажал дубы. Лесовод. Вот, а здесь не знаю, почему Берендеевский. Вот мы вышли с дач. Идем нормально. С малышом полет нормальный. А вот здесь кабанья тропка. В прошлый раз, когда я ходил за водой, встретил кабанов здесь. Было это, правда, в лунную ночь. Прям наткнулся на них, я как ломанулся. Но не было страха. Было приятно увидеть, что вот в городской черте есть кабаны, есть дикая такая природа, живность. Дай бог им здоровья, что разум человеческий все-таки не уничтожит их. Ну, разум в кавычках, конечно. Вот. Почти дошли. Вот они, родники здесь. Оп. Кто-то уже оставил здесь, чтоб набиралось. Бидончик свой. Вот здесь их два. Вот там один и вот здесь. Вот. О, малыша выпустили. Сейчас он след кабана возьмет. Малыш. Малыш. Пока уберем сюда. Ну, пока набирается вода, делаем обзор этого рюкзака, который нам пришел с сайта «Мы в поход». Это интернет-магазин походного снаряжения. Вот это такой велорюкзачок. Но он, наверное, удобнее больше для вело, хотя можно и пешком в нем ходить, потому что здесь есть гидратор. Самое главное — это солнечная панелька. Сейчас я все покажу. Вот здесь солнечный гидратор. Я никогда им не пользовался в дороге. Я, честно, не знаю, как он удобен. Здесь он объемом на 2 литра. Вот. Такой с хорошего материала. Вот здесь идет шланг от него. Проходит под низом. Под рукавчиком этим. Вот выходит сам шланг. Интересно попробовать в дороге. Следующее путешествие уже поедем с этим рюкзаком заплечным. Хотя, как показывает опыт, даже с легким грузом не очень удобно ехать с наплечным рюкзаком. Какой бы он ни казался маленький рюкзак, какой бы маленький вес ни казался, когда едешь
Вот буквально целый день в дороге это все сказывается. Сейчас вытащу. Вот. И самое, что главное здесь, это солнечная панелька. Она немножко меньше, чем та, которая у меня есть, с которой я проехал все дороги. Все большое восточное кочевье практически. Меньше, но, наверное, даже удобнее, потому что оно может крепиться на рюкзак. Сзади здесь есть, естественно, USB провод, который нужно самому крепить. Вот здесь адаптер, откуда идет энергия, вставляется. Сейчас, правда, нет возможности его испытывать, эту солнечную панельку, потому что сейчас идет снег, уже все идет к зиме, середина ноября. Вот. Но самое, что главное, удобно крепится эта солнечная панель. Тут есть специальные лямки. Вот так. Здесь. Даже вставляется гидратор, специальный кармашек у него есть. И тоже такими же лямками он здесь крепится, чтобы он не гулял внутри. Шланг пока засунул вот так. Вот все, готово к путешествию. С этим рюкзаком, когда едешь в солнечную панельку, конечно, удобно ехать на север, когда солнце с юга. Если едешь на юг, то солнца будет мало заряжать будет. Хочется ее уже быстрее спасать. Вот она хорошо сочетается с моей курткой, с моей легендарной курткой. Но я уже пробовал ее, ездил по дороге, в городе, очень удобно, тем более, что можно крепить задние фонари сюда, естественно, без солнечной панели. Вот так вот. Так что заходите на сайт «Мы в поход», ссылочка будет внизу, под видео. И заказывайте для своих дальних дорог, для своих путешествий. Для малыша, конечно, для кота, который сидит практически всю жизнь дома, хотя он на дачу ездит, там гуляет, дерется, по девочкам ходит, наверное. Для него это, конечно, шок такой немножко, но он рад. Такой чебоксарский тигр.